Май – радость, июнь – счастье. Так говорили наши предки, встречая первый летний месяц. В старину считалось, когда на дубе последний листочек разворачивается, заканчиваются холода и начинается теплая пора. А еще приметили, коли на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой. А если подпереть спиной дерево при звуках первого грома, то весь год спина болеть не будет, уверяли старики. Эх, молодость, молодость, какие времена хорошие были, а какие хороводы мы водили, песни мелодичнее были. И все эти песни мы пели сами. Давайте вспомним хотя бы одну старинную песню. Чуваши после весенних работ на полях и огородах несколько дней всей деревни отмечали один из самых важных праздников – Синьцзя. Бабушка позвала всех кашу варить. Эх, совсем забыла. Свахе обещала сегодня помолиться, дождь у Бога попросить. Идемте, идемте все. Дома ли хозяева? Дадут ли нам крупу и яйца? И крупу дадим, и яйца, лишь бы дождик пошел. Народ ходил по дворам, собирал продукты для совместной трапезы и отправлялся на поляну к реке.
У воды совершали обряд заклинания дождя и богатого урожая, и всех присутствующих угощали кашей. Без нее не проходили ни одни моления. После трапезы кидали деревянные ложки в реку, брызгались водой. Молодежь с полными ведрами отправлялась в село, обливая всех встречных. Продолжалось это до позднего вечера. Считалось, что это может способствовать появлению дождей. Существовала еще одна традиция. На кусок хлеба с маслом ставили птенчика-воробья и пускали его по реке. Посланная птичка была жертвоприношением в воде. Aldo trine shu hatrum, aldo trine shu hatrum da.